Изенер, добрый день. 27 сентября в этом году, 2022 году, нашему основоположнику театра, просветителю, драматургу, поэту, музыканту, человеку необыкновенной судьбы Александру Михайловичу Топанову исполняется 119 лет. В преддверии 120 лет его дня рождения хотелось бы немного рассказать об этом удивительном человеке, прошедшему все тяготы, все перипетии, все невзгоды, и тем не менее оставивший след в культуре, в истории Хакасии, и не только Хакасии, всей России. Знакомясь с его творчеством, с его жизнью, я опиралась на знакомство с его дочерью Тамарой Александровной Куратовой-Топановой, которая ушла из жизни в 2012 году, в октябре месяце. И она приезжала в 2003 году, в конце сентября, когда мы отмечали столетие Александра Михайловича Топанова. И вот я думаю, что самый большой вклад в историю, в жизнь, творчество Александра Михайловича – это книга, ее книга, написанная, посвященная отцу Александру Михайловичу Топанову. Неоценимый вклад в сохранение памяти внесла Нина Семеновна Майнагашева. Жизнь и творчество Александра Михайловича Топанова – это библиография. Ссылается Нина Семеновна на переписку Эльзы Михайловны Коковой с теми, кто с ширинцами, с кем начинал еще в художественной самодеятельности работать и создавать самодеятельные кружки Александр Михайлович Топанов. С чем это связано? Все то, что я сегодня здесь стою, мне кажется, что все-таки просьбы, какие-то мечты, которые не смогли, не успели, не увидели эти замечательные люди, мы должны воплощать. Вот одно из последних писем дочери Александра Михайловича, Тамары Александровны. Она обращалась везде, чтобы в доме Араминды, который находится в городе Алупка, я немножко забегая вперед, была установлена мемориальная доска. Она бы очень хотела, чтобы на этом доме, где останавливались вся передовая интеллигенция начала 20 века, была такая мемориальная доска. И она мне пишет, очень Дмитрий Карнаух, она присылает мне буклеты, деловой человек. Я обращался к нему по поводу доски на Араминду. Он возмущается, затягивает Хакасии якобы. Будем надеяться, что это не так. И поэтому, конечно, к 120-летию, я думаю, что мы должны исполнить ее мечту. Итак, кто такой Александр Михайлович Топанов? Конечно же, мы знаем, что его именем назван театр. В 2001 году министр культуры Владимир Герасимович Шаптыков со сцены объявил нам, что нашему театру присвоено имя основоположника. Это было радостное очень событие, потому что об этом писали многие, об этом просили многие, те, кто помнили творчество нашего основоположника. И школа носит, пусть фыркали. Он после окончания интернациональных курсов в Минусинске в 2021 году начинал педагогом в этой школе. Родился Александр, как его назвали, Шурик, 27 сентября 1903 году. 28 сентября он был уже крещен священником Александром Поповым и
Анастасией Сергеевной Данилиной. Эта женщина, Анастасия Сергеевна, сыграла исключительную роль в жизни Александра Михайловича Топанова, потому что это фактически стало его матерью. Был крещен, мать умерла, когда ему было 8 месяцев. Это была приемная дочь вот Анастасии Сергеевны Данилиной, приемная дочь, как бы подброшенная, говорят, что она была девочка Агриппина, ее звали, подброшена к крыльцу церквушки, якобы оставлена была корзина с ребенком, подкидыш. Они воспитали священники эту девочку, и впоследствии отец, будущий отец Михаил Топанов, женился на Агриппине. Вот. Но она очень рано умерла, говорят, что она была больна туберкулезом. Впоследствии наш Александр Михайлович тоже страдал этой болезнью. Все воспитание было отдано в руки Анастасии Сергеевны, как он ее называл, Ба. Из воспоминаний Ивана Кокова говорится, что я никогда не ел халвы, никогда не было у меня никаких игрушек. У Саши, у Шурика было все, и халва, и трехколесный велосипед. Одним словом, Анастасия Сергеевна, бабушка Топанова, баловала его. Но в то же время именно она читала первые книги, буквари. И именно она учила его первым молитвам. И, конечно же, воспитание было такое всестороннее. И наверняка не зря он потом стал самым образованным, самым таким уважаемым просветителем в то время, в 20-е годы. И как бы там тяжело не было, но все-таки его отправили в Красноярскую духовную школу. Это не училище, не семинария, как пишет там Тамара Александровна, потому что в семинарию поступали, оказывается, только после училища. Он там учился в 14 году, значит, ему было 11 лет, да, даже 10 лет, наверное. Его отправили туда, он там учился еще с друзьями из Ширинского района. И вот мне кажется, что вот очень большое влияние сыграло это духовное училище, потому что там преподавали и церковную, да, науку, и географию, и литературу, учили играть на скрипках, пение, учили вырезать. Одним словом, 11-летний мальчик там начинал вот все свои увлечения. Наверняка полагаем мы, что он уже мог посещать спектакли в Красноярске, ходить на какие-то вот такие вот культурные, скажем, мероприятия. Но началась гражданская война, и он, не закончив училище, приезжает домой. И по разным сведениям, вот, допустим, Тамара Александровна пишет, что отец был отправлен учиться в Иркутский университет на факультет юриспруденции. Но в Иркутске вот, университете юридический факультет был открыт в 18 году. К сожалению, Нина Семеновна, которая как бы отслеживает его биографию, не говорит о том, что там с Иркутска пришли бумаги, что был там, учился, подтверждающие, что Александр Михайлович учился там. Конечно же, и будем надеяться, что он все-таки прошел эти курсы какие-то, потому что впоследствии в изгнании, скажем, он в 1938-1939 году в Омске работал юристом, когда он скитался 6 лет. Поэтому мне кажется, что либо это он вследствие своего любопытства, это был разноплановый, разносторонний человек, может быть, он сам изучал это. Но это уже, как говорится,
документы говорят одно. И в 2020 году он уже в Хакасии был призван в город Минусинск. И в Минусинске он, как бы забрали его, шла гражданская война, мы все знаем, это было ужасно, потому что Топаново был род такой очень состоятельный, со своими традициями, трудолюбивый, и каждый вот старался, чтобы их дети учились в Красноярске, Томске, Бийске, образованные. Все понимали, что будущее за образованными людьми. И в 2020 году он был рядовым сначала, потом в Минусинске, потом он был командиром конного отряда. Одним словом, он поучаствовал в гражданской войне. В 2021 году также было организовано в Минусинске же такие интернациональные курсы для инородцев, скажем прямо, чтобы инородцы могли изучать грамоту, литературу, чтобы потом впоследствии их отправить учителями в школы, хакасские школы, чтобы дети изучали грамоту. И поэтому Александр Михайлович Топанов в это время был там, в 2021 году. И те очевидцы, которые приехали к нему, его тоже знакомые, там, по-моему, приехал также Коков, и они тоже отмечают, что уже Топанов был там, и даже он участвовал в спектакле Минусинского театра. Он был очень кудрявый, высокий, статный, и поэтому он играл, видимо, там Пушкина. И он, когда ребята приехали к нему, присоединились к этой группе, он со смехом рассказывал, что во время спектакля его светлые брюки лопнули, и он испытал конфуз такой. Но вот, как мы видим из всех записей, воспоминаний, его мечта, конечно, это был театр с детства. Потому что потом он приехал в Усть-Кфарыкал и там организовал уже в 2021 году, в 2022 годах уже кружок художественной самодеятельности, куда привлекал всех. Николай Коков вспоминает, что где он находил время. Он также работал, также помогал, учительствовал. Но вечером всегда собирал молодежь, и они ставили спектакли, переводил он классику, женитьбу. И как бы в 24 году это уже был такой вот кружок любительских, где имеющий уже какую-то историю, какие-то успехи. И в этом заслуга, конечно, Александра Михайловича Топанова. Всех он заставлял учиться играть на гитаре, на балалайке, на скрипке. И в 21 году он женился тоже на Ольге Константиновне Протопоповой, которая закончила учительские курсы в Минусинске, видимо, они там познакомились, и была сыграна свадьба. Бабушка была очень рада, потому что теперь он никуда не уехал, он должен был быть домоседом, отцом, тем более, что в 22 году родился у них сын Николай, у Ольги Константиновны и Александра Михайловича. Николай Александрович впоследствии военный, воевал, потом уехал тоже в Крым. В 24 году родилась Тамара Александровна. В 27 году его вызвали в Чабаканское село. Он начал работать в Хакасском литературном издательстве, коллегии по изданию художественной, учебной литературы. Это там был Спирин. Спирин знал Топанова и рекомендовал его. А потом впоследствии пишет, что Топанов стал лучшим переводчиком. Лучшим, потому что он имел опыт работы в художественной самодеятельности, сам переводил, сам писал одноактные пьесы. Его очень ценили. Когда в 27 году в мае было у нас вот в Хакасии стала выходить газета «Хызылал», то он был первым автором
одним из первых авторов и писал под псевдонимом Топан. Это такие стихи о родине, это Тахпахтар, такие. И в 28 году он отправлен в Москву, чтобы издание книг на хакасском языке для школ. И вот там он первые свои одноактные пьесы, такие с грамотой без нужды, «Бабий выигрыш», «Песенник». И в 29 году вышел первый хакасский букварь, над которым работали, конечно же, Балтыжаков, Тимофей, Константин Самрин и Александр Михайлович Топанов. В 30 году он вновь возвращается в Абакан, ему дают даже комнату, и он тут начинает работать преподавателем хакасского языка везде, где только можно. И в 1931 году уже он начал думать о создании, начал собирать. В 1930 году у нас Хакасская автономная область образовалась. И в 1931 году по просьбе народа, партийных организаций дается добро на создание Хакасского национального театра. Хакасский национальный театр. А когда он в 30 году приехал, он организовал, в Москве он увидел в университете, да, на кафедре, по-моему, журналистики, синеблузники, он приехал и тоже организовал синеблузников, и кружок синеблузников, и также был организован такой вот кружок, тоже «Красная юрта», где вот ребята, молодежь стали заниматься театром. И вот на основе вот этих вот групп, кружков и еще самое главное, усть-фарыкальских, его самодеятельных друзей, актеров, которые участвовали в его постановках, он создает Хакасский театр. Это случилось у нас 6 ноября 1931 году. Есть тоже очевидцы этого события, которые оставили воспоминания. Это Семен Константинович Добров, который учился, помните, в Ленинграде, закончил курсы журналистики, и он пишет, что вот на будущий год ему 100 лет, да, 100 лет, это значит, он намного, да, моложе, на 20 лет практически, совсем юношей, он видел это представление, очень взволнован был, и все там, что такое театр? Бабушка пристала к нему с вопросами, а Валам, что вот такое театр-то, театр нонимал? А он, видимо, говорит, сейчас увидите. И это было в актовом зале школы, и на берегу Абакана. И вышел, как из воспоминаний говорится, из писем, воспоминаний Доброва, вышел такой вот молодой человек среднего роста, с очень красивыми волосами, очень благородный, очень с каким-то богатым тембральным голосом, необыкновенно обаятельным и необыкновенно мудрым. И он стал, вступительное слово сказал, не судите нас, ну, одним словом, не судите нас как бы строго, но вот мы сегодня открываем первое представление Хакасского национального театра. И играл духовой оркестр. Вот оркестр – это его песня, его, как говорят, он уже в художественной самодеятельности был, да, создан, этот оркестр. Но вот когда в театре, там все, водитель, реквизитор, кто мог на чем играть, все играли. И самое главное, что там играл настоящий Николай Саражаков. Он был хальчи,
четханистом. Вот тогда вот духовой оркестр играл еще и с четханом. Мы сейчас говорим, ой, мы придумали, что духовой оркестр играет с четханом. Это вообще-то придумка и Александра Михайловича Топанова. Вот на этом я закончу, потому что мне кажется, самое главное то, что вот изучая его творчество, его жизненную стезю, ты понимаешь, что к цели надо идти, несмотря ни на что. Потому что вот Тамара Александровна Топанова пишет, ну, он, вы знаете, он в 1934 году уехал в Геленджик, потому что у него был туберкулез, вернулся только в начале 40-х годов, потом участвовал. Если вот так вот, и второй раз он уехал навсегда в 1951 году, тоже по состоянию здоровья. С 40-го по 48-й год во всех афишах художественный руководитель театра, Хакасского национального государственного театра Александр Михайлович Топанов. Но он умер вот в Алупке, и говорю об этом как-то... Я вижу, мы в 2009 году, 9 мая, дочка Александра Михайловича, Тамара Александровна, показала нам могилу Александра Михайловича, где он покоится, и сказал, что как бы он был уже не вставал, и Иван Семенович Самохвалов был у него в гостях, он сказал, только Тамаре не говорите об этом, ну, дочери, что она расстроится, хоть и врач, хотя она понимает, что, наверное, я уже на крыльях не прилечу в Хакасию, чтобы привезли землю Шира. Вот, и поэтому мне кажется, что память, вот, как бы, мы носим звание, да, имя Александра Михайловича Топанова, но вот кажется мне, первоначальная вот какая-то задача наша, все-таки мемориальную доску в доме Араминты, как пишет Тамара Александровна, нам, общественности, наверное, театру, Министерству культуры, все-таки народу, все-таки эту тему поднять и все-таки исполнить мечту дочери.